Надежда Анатольевна, добрый день. Здравствуйте. Сегодня у нас очень интересная тема — это изменение климата и как эти изменения влияют на транспортную инфраструктуру. Особенно это интересно, конечно же, для нашей республики. И вот первый у меня вопрос такой: насколько сегодня актуальна вообще тема северного завоза в условиях современной России? На сегодняшний момент тема северного завоза, она очень важна и значима для непосредственно всех регионов, которые входят в состав арктической зоны Российской Федерации, северных регионов. Насколько вы знаете, что в первом чтении был рассмотрен закон о северном завозе, и почти все единогласно проголосовали на первом чтении о принятии этого закона в первом чтении. Тем самым это нам обеспечит централизованное управление доставкой грузов северного завоза, которые распределены на три основных составляющих. Это товары жизненного обеспечения, затем товары для жилищно-коммунальных хозяйств, и третье — это уже прочие товары. Чем оперативнее мы будем развивать данное направление и прогнозировать, самое главное, сроки доставки, тем эффективнее у нас будет оказан процесс доставки грузов до конечного потребителя, а следовательно и повышение качества жизни людей, которые проживают в этих условиях. На сегодняшний момент изменение климата, оно влечет за собой изменение и температуры воздуха, да, следовательно, и меняется вскрытие рек, да, следовательно, меняются сроки начала навигации, сроки начала работы автозимников. И, как сказал непосредственно Лавров в своем непосредственно приветственном слове участникам конференции, которая проходила как раз недавно в Якутске, что потепление климата влечет за собой и увеличение сроков доставки грузов. Следовательно, если мы будем правильно прогнозировать сроки доставки, мы будем затем правильно их планировать, мы сможем эффективно доставлять грузы, те запланированные грузы, которые у нас будут стоять в планах. На сегодняшний момент, согласно этому закону, мы будем планировать доставку груза на 3 года. Поэтому тем самым у нас будут происходить запасы определенных значимых грузов, чтобы обеспечивать наши населенные пункты всем необходимым, важным для того, чтобы жизнь не останавливалась в наших суровых климатических условиях. Но правильно ли я понимаю, что и сегодня во многих северных регионах северный завоз — это действительно актуальная тематика, потому что есть труднодоступные населенные пункты? Да, вы очень правы в этом направлении. У нас есть удаленные арктические регионы, да, удаленные улусы. В Саха-Якутии их насчитывается, насколько я знаю, 14, да, и где транспортная доступность, она сезонная. Либо это в летний период с помощью навигации по рекам, да, северным, либо в зимний период это по автозимникам. И чтобы мы осуществляли полностью стопроцентную доставку грузов в эти регионы, нам необходимо оперативно переключать сценарий перевозки с одного вида транспорта на другой. Мы должны заранее быть готовы для того, чтобы весь объем груза запланированный был доставлен речным транспортом. И, следовательно, если мы какие-то грузы перераспределяем на автозимники, должны были быть готовы дороги, и их сроки непосредственно с помощью прогнозных моделей, да, они были запланированы, и к этому времени был готов подвижной состав, были готовы люди, которые могли бы обеспечить транспортировку. То есть должна быть такая единая система? Да. Централизованная единая система, которая может быть под управлением Центрального диспетчерского управления. Пилотный проект, который мы сейчас разрабатываем, который мы вынесли на Министерство непосредственно Саха-Якутии, да, Министерство транспорта, которое рассматривается совместно с Министерством цифровизации, да, Республики Саха-Якутия, для того, чтобы все было едино, в единой системе, на единой карте, именно обеспечить пилотный проект на примере, допустим, конкретного предприятия, это Якутопторг, который занимается жизнеобеспечивающими товарами в этих условиях. И если у нас получится, да, тот проект, который будет у нас запланирован, именно Центральное диспетчерское управление, которое позволит планировать, мониторить движение этого груза на экране, допустим, да, любого компьютера, в любой системе, да, мы можем видеть в реальном режиме времени движение наших грузов и запасы этих, самое главное, грузов на наших складах. Вот если говорить про изменение климата, как оно влияет на транспортную инфраструктуру именно северных регионов, таяние вечной мерзлоты? То есть с какими рисками приходится сегодня сталкиваться при северном завозе? Правильный вопрос. Факторов риска при организации транспортного процесса нами было проанализировано больше 50. Да, основных из факторов — это природно-климатический фактор. Благодаря сотрудничеству с Гидрометцентром и с Обнинским научно-исследовательским институтом у нас появились статистически уникальные данные больше, чем за 100 лет изменения климата.
на территории конкретно взятой Республики Саха-Якутия. Также благодаря научно-исследовательскому институту в Обнинске мы взяли данные по вскрытию и ледовым обстановкам на реке Лена. Мы проанализировали полностью нижнее и верхнее течение реки Лена для того, чтобы мы могли составить на основе, опять же говорю, статистики за 100 лет прогнозные модели вскрытия рек и начала и завершения периода навигации. И в связи с тем, что у нас все-таки идет потепление, да, о котором мы говорим, следовательно, срок навигации, мы прогнозируем, что он будет увеличиваться. Но, опять же, к этому времени необходимо, чтобы было транспортное обеспечение готово полностью, чтобы регион смог справиться с тем объемом перевоза грузов, который будет запланирован в эти регионы. Так если вскрытие рек будет раньше, значит это хорошо или нет? Все-таки есть ли риски какие-то? Это, с одной стороны, это хорошо, да, но мы не забываем, что у нас реки — это все-таки сезонный период. И если у нас увеличивается срок доставки на 1 месяц, да, для наших территорий это увеличивается на несколько количество барж, транспортных средств, да, которые мы сможем доставить. Весь объем мы не успеем переработать за этот промежуток времени, потому что необходимо, значит, и повышать количество транспортных средств в этом регионе, да, значит, надо увеличивать подвижной состав, увеличивать количество барж, количество судов, которые будут работать в акватории данных бассейнов, да, и тем самым мы должны заранее быть готовлены к этому. Следовательно, на наших складах должно быть заранее завезено то количество груза, которое мы перевезем, чтобы не получилось так, что мы подали подвижной состав, а груз, который мы должны привезти, допустим, в Нижний Бестяг, да, мы ждем состав, стоит баржа, которая дальше должна везти этот груз, а состава еще до сих пор нет. Поэтому здесь мы и говорим о том, что если мы в Центральной России всегда говорим о планировании и потом управлении, то именно на территории арктических зон мы должны говорить сначала о прогнозировании, да, а потом только планировании. Потому что без прогноза изменения ситуации текущей у нас очень сложно представить, как будут изменяться потоки грузов в прямом и в обратном направлении. Потому что мы не только завозим грузы, да, мы же часть грузов еще и должны вывозить, чтобы регион не только был именно потребителем груза, но и именно чтобы с региона у нас вывозилось не только, допустим, продукты питания там какие-то, но и руда, полезные ископаемые, которых очень много находится на территории Саха-Якутии. Если изменение климата влияет на раннее раскрытие рек, то уменьшается, понятное дело, период зимников, да, вот этих вот дорог, которые в Якутии очень распространены. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы максимально сохранить вот эти вот северные артерии, вот зимников, наверное? Самое главное, что все-таки мы не можем сказать, что сокращается время работы автозимников. Да? У нас меняется природно-климатическая ситуация. Как вы знаете, что в этом году в регионе почти 2 месяца было минус 60 градусов. В этом году в регионе выпало снега такое количество, которое не выпадало, не знаю, крайний раз по статистическим данным, такое количество снега выпало где-то в 50-х годах только. Да? Все это влечет за собой изменение именно транспортной артерии. Чтобы наши автозимники работали и работали 100% в полном объеме, их необходимо оцифровать. Мы должны знать конкретные направления автозимников. Допустим, если мы возьмем дорогу Воркута, да, федеральная трасса, которые только в 2 местах пересекают непосредственно автозимники. На сегодняшний момент организация перевозки, допустим, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, она происходит через сайт госуслуги. Мы получаем маршрут движения. Когда мы говорим о автозимниках, мы видим трассу, федеральную трассу, которая оцифрована. Когда мы говорим о автозимниках, мы видим просто направление. Куда будет двигаться данная дорога в прямом направлении, либо в обратном, пойдет она по конкретному направлению, либо изменится, на сегодняшний момент не ясно. Самое главное — это оцифровать и вести мониторинг движения автомобилей по этим трассам, именно по автозимникам. А есть ли какие-то технологии, которые позволяют, например, замораживать дорогу? Нет? Замораживать, и чтобы ее сохранять до летнего периода. Но я так думаю, что это только Господь Бог у нас и может, да, который нам и так помогает в этих условиях. Но на данный момент такие технологии, их не существует. Да, есть определенный период времени, когда от внешних факторов температурного и также от осадков зависит работа автозимников. Да, у нас есть специальные организации, которые МЧС дает разрешение на работу этих автозимников. На сегодняшний момент, вот благодаря Северо-Восточному федеральному университету, буквально в эту субботу отправилась экспедиция до Батагая. Да? И уже на этом маршруте мы встретились 2 препятствия, которые не учитывали до этого в рисках. Это сход лавин. Почему это произошло? Потому что произошел резкий перепад температуры. От минус 60 к минус 30 мы пришли, да, без промежуточных интервалов. Следовательно, у нас происходит задержка в доставке грузов. Все эти риски мы должны учитывать. Каким образом мы это можем учитывать? У нас везде на федеральных трассах стоят датчики, да, изменений давления, и снежного покрова, и температуры воздуха, и влажность. Мы можем это все благодаря этим датчикам прогнозировать, да, с помощью
гидрометцентра, мы можем это прогнозировать и, следовательно, рекомендовать водителям, которые могли бы видеть это программное обеспечение у себя на телефонах, да, о том, что возможен сход лавин в таком-то промежуток времени. Следовательно, уже человек, который выходит на трассу, он либо подождет это время, да, либо будет двигаться, ну, ожидая каких-то рисков, которые произойдет со стороны. Как вы знаете, что на многих участках автозимников нет ни спутниковой связи, ни сотовой связи, и связаться иногда с водителями очень сложно. Поэтому необходимо оборудовать все транспортные средства грузовые, это GPS-навигацией. Она позволяет, следовательно, где-то в транспортных компаниях, которым принадлежит данное транспортное средство, будет стоять центральное диспетчерское управление с обеспечением, программным обеспечением. Даже если, когда автомобиль прошел определенный участок дороги, полностью пакет информации, который он был зафиксирован на этом участке дороги, он будет сбрасываться. И будет рассчитано благодаря этому программному обеспечению период времени, если не пришел этот пакет информации, значит, следовательно, с водителем либо с транспортным средством что-то произошло и необходима помощь на данном участке дороги. Надежда Анатольевна, спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Приглашайте еще.